як фамілія? Тамашова Мария Степановна. Год рождения 1927. Так, родились это тады, ще жили родители в Боровой, а после сюда на Майский переехали. Так у батьки, у папиного и мамы было 11 детей. Всі, так, 5 девок, 6 хлопцов. Все повырастали уже во время войны второй этой войны, как она зовется, немецкой. То на войне погибли, тоже и по старости поумирали, а из детства повырастали все. Взрослые ели отдельно, а батька, матка рабочая, те взрослые, батька, матка, да еще, может, какие уже, ели отдельно, а дети мало чем под столом ели. А что, так, ворускались, теперь с малыми? Ага. Так я не знаю, жили, повырастали, не голодные ходили. Хоть, конечно, не такие, что шансы, как сейчас, как детенку, пончики-шмончики возиться зими. Это, знаете, когда он организовался? Когда панов повыгоняли, да советская власть пришла. Коммунисты, тады тут это, как считалося, уже Ленин, вся власть рабочим фабрики, заводы, а крестьянам земля. Так вот тут жил пан, а он из-за границы тады пан тут поселился. Тады, як он тут помер, так сын его, так бы с Италии были его. И он тут фамилия як Чачот была, фамилия. Чачот. Краткое такое. Про пана дуже мені нечто не интересовалися. Так али так ось тим мимоходом. Что, ну так, коли хто служив у його, як тут же он имел и коров, и такое-сякое. Ой, як один рассказывал, что батька пошел малым, говорит, служить у його. Пасів перш гусей, а тады, говорит, свиней. Ну, так такое было. И они что, сидели рабочих только, имели, да и землю паховали, сколько, ну, вот тут, наверное, да, канал тут у нас, вот, перед Майском, так до сих пор была их тут земля моя, он так это и звался. Что они жили, паны ж ясно, як жили. Я ну сейчас паны его. Там у саду, ну, типа этой комната, чи дом был. Там яны где жили уже. Тогда красиво было, огледжен сад был. Еще мы захватили, я в детство захватила, як жили тут. Огороджен сад был с штакетом. Тогда их выгнали. Это Дубровица этим садом распоряджалась. И тут еще остались остатки, у його служили, вот, тоді ж вони пани розумні, з-за границі брали себе тут і наймитків, служили наймитки з Польщі. Тут были семейные, и хаты были, и для их же отдельно были. И они там и жили тогда, хоть и под... Так вот, як разгромили уже это наши советские. Запалили дом и сами ушли. Чемодан наказали, попичковали одежу на уход.
и запалили и ушли сами. Чтобы не осталось ничего. А тут осталось, вот и наша хата теперь построена, тут же фундамент каменный еще, камень лежит, видали? Так я тут был на этом месте спиртзавод. Тут был. А через дорогу тут такая была, звалась кумполом построена, туди в гору такою шишкою. Звалась, ще я твою помню, звалася Піпа. Піпа. І, ну, та, чи прозвище, може, так деревенське, или, може, по-їхньому. Это была солодовня там. Они солод заготовляли, все. А тут спиртзавод. Это кулачили, знаете, коли? Як почалась эта коллективизация колхозов. Тоді, як після Леніна до большевики жили, это однособные они, крестьяне, однособно. Землю им подавали, Воянченко говорит, что по 70 берия глотает уже. Де кого чого вони кулачили, хоч і те, ну як можна грубо виражатися, вже і комуністи ж, та вже як комуністи прийшли. Ви ті самий охряменок, як я говорю. Батька я ті самий воягой, ми рядом жили, їх хата, ще я в дитинстві, і ті старий хрем. Чого його було, ті кулачить? Ну, двор обстроився, таки так. Теперь что и он? І ті старий, як був молодий, та він як постарів, там і нога заболіла в його і всього такое. І він тоді придумав жизнь воякую. Тоді ж та, він не грам узяв жонку такую тоже по себе, неграмотную, и сам был неграмотный. А он что додумался? Так, ездил, кричал, як сейчас, он наберет товару там, малине, горелки, которые пьяну, и тоді были, и в старину ходили, як, говорит, ну, типа як эту, ну, де п'янка ж була, хата, яка, хто торгував. Привезут с Кришева, привезут горелки, так они неграмотные, надо же гроши считать. А, например, чакушками, четвертушками целиком сколькина там, чи пятерка, чи десятка стоила. И, как говорится, на счет, не на счет, штучно. Во. Тая стоит столько, чи 10, чи 15, чи 20. Вот так и продавал. Привозил товары, а ясно, там такая цена, что зараз ценная можно была. А сюда привез майские дорожи. Вот человек и зажився. И его нашли, и кулачить. Вот это самые наши, как говорится, и коммунисты. И кулачили, забрали корову. Сейчас бы он посеял бульбу. И они все тут взяли, перевернули, перерыли, да и конопли посеяли. Ой, как бы теперь это время наркотиков было. И хотели хату разрывать. А он полез, уже он заставили раскрывать. Так чи он что там придумал, як они остановились, те управили, Дещерково, районные, что там, приехали хату раскрывать. А он там, что он, чи, наверное, оправился туалетом этим своим и обмазался. И на крыше казали штаны девы, вот он, простите мне за выражение, что я буду говорить. Это же вы не будете уже писать. Так эти, они кинули, не стали эту хату разрывать его, а вот он с ума сошел. И отстали от его, и
И ничего не получилось. И остановились. Вот что было. И тогда он жив сколько хотел, но корову забрали только. И жив покуль сам вот до 46-го года. Вот так было. Ой, все. А войну было дело у нас, да, особенно поселку нашему было. Партизан закинули. Тогда что, сколько немец прискочил в 41-м, что тут война началась. Так, в 41-м началась, в июне-то, считай, раз-два я обчелся, июль месяц мы уже жали еще вручную, хоть тогда и в колхозе еще комбайнов не было. А уже немцы прискочили, через месяц не прошел. И немец готов. 2 года под немцем жили. Так что, думаете, хорошо было? Это землю поделили, однособно живи теперь. Там война где-то по Советскому Союзу шла, а тут это и немец занял. У Чудянах там, як называлось, бургомистры это жили. Полицейские произвелись. Ой, так и жили. Хорошо, это еще, сколько, считай, мы прожили. В 41-м, як пришли немцы, 41-й, 42-й, до 43-го, до сентября нас освободили. Да и то, что сентябрь 43-го под Рогашовым, як став фронт. И стоял, наверное, до весны, покуль його тоді вже поперли немца. Так було діло тоже. Ой, и при немцах, а партизаны тоді. Вот тут в лесе жени оккупировались, деякі партизаны. Поховалися половину этих немцев, чи этих полицейских. Побыли в полицейских, да тоді бачу, что не колбасный чад этому немцу. Война сидеть, по России забрал. Партизаны людей своих били. Кто, например, чи полицейским, чи старостом был. А тут у лесу были, а тогда спустили, там у леса станки, там наши еще деревушки были. Десант высадили. Да, тут так курсировали через Майский, тут переходящий был поселки. Туди, оттуда, туди. Як ще наш папа таки говорив, що я думав, що нас попалють. Утром рано на рассвете приехали и Майский согнали его сюда. Як это наша, это переулок от магазина тянется. Тут собрали, еще Гавриленкина стоит на этой бок. Тут жили это, что пошли девки у партизаны. А они жили 2 браты. На этой бок хата и на той. Нас согнали в этот переулок, у шеренгу поставили, и становись голова семьи и семья вокруг. И так по порядку всю деревню. Тогда говорят, а где из этих домов люди? Ну вот что, партизаны пошли. А где, партизаны пошли? Люди ж молчат. Партизаны пошли. Вот мы от сегодняшнего дня заберем ваших коров, Чудяны. Там был штаб полицейских этих. Там и немцы дуже то не находились, а полиция одна и все. А тут, как приехали, так это и был и немец, по-немецки говорил, и переводчик на русский язык. И этих наших усіх майцов согнали, каждый со своей семьей. А тут
Я тоді мені, ну я вже була взросла, 16 годов, считай, було при-німецькій. Так, я думала, у мене ноги подкосились тоді. З одною сім'єю осталась одна дівчина в таких годах, як і я. Не успела із маткою, куди вони побігли тоді, мабуть, в ліси. Чи у Ганновку, казали, вони тоді позбігли к Сажу, туди деревні були. У мене ноги подомли. Я думала, все, скажут же, что эта хозяйка, что приняла я в семью свою, и рядом она стояла. Я думала, все, если кто пикнул, что-то случилось, то, конечно, бы забрали. Колхозы стали платить і сразу, що не дуже, то що грошей ж ніяких не було тоді. Так вони скот, який держиш, що поросенка продасть, корову, що. Во, коли було, як перейшли оплачувати, це хоч і в колхоз, хоч, мабуть, і колхоз ще був, оплачувати деньгами, щоб. Так вот тоді трохи пішло лучше. Это який год? Наверное, 69-й, 70-й. Вот точно в 69-м. Хведя, як на тракториста пішов учиться, так во, считався як сімейний, давали двадцатник, платили йому, що вчився. Так вот, хорошо хоть что было обороток мыла купить, да то и другое. Красину, ще тоді не свет не проведен, що був коли, в якому году, в 61-м провели. Нас, это, деревни наши, это все, закоулки. В 69-м, в 61-м, в 69-м там что на рубли стали работать. Прекратили это платить трудодни, як платили до 200 грамм зерна. Ой, все, больше никакого зарплаты не было. Ну, а Чорнобиль же що? Захватив сюди ж, як вони тут признали, що майські, а я не дуже чистим, що в тих деревнях большая радіація, а у нас тут була малая, може і малая, хто її дуже измерял. Ну, измеряли ж, ходили, пробы это брали все. Ой, а теперь як поселився в Майській, так сколько здесь тих деревень, из тих деревень больше людей померло, чем Майские. То есть Майская тут уже я осталась, и, наверное, еще Клим у Костюковича. А так уже все. Хоть и одни и выехали в Кричев к детям, тут одна семья, где туда-сюда, все уже. Нема нікого. Там Манява буде последняя замыкающая на Майском. А то мы это отстроилась туди такая коттеджи, Гродненская, Гродненская помка. Это понизу стоит, там на выход большие, это двухэтажные. Это зовется Витебская. Это у нас, что вот наша магазин оттуда тоже Минская, из Минска люди, строители с ПМК все. Як бы они построили, люди бы тоже умирали, хоть и наш Майский. Кто б тут отстався теперь? Кто? Маня одна?
тут-то что было? Все равно б люди умирали, то не надо говорить. Те годы старики, все. А хто б тут тоді жив? Та ще хорошо хоть согнали, як овечек, який вугол наш. Это Малиновское все, Хабоча, и приперли к одному концу. Тогда они хотели сразу же Климовича, приходили, хотели присоединить это все к Климовичам. А наши туда, ого-го, подняли хай. Мы не хочем, а Климовичам и не хотеть кого. І чого ж робити? Тут родяться, хоч і ми вже не хлібалися. Хоч і ті, а возять продукти. Ви думаєте, що так чисте? Хоч і з магазина пользуємося. Откуда что бьют? Яких? Сало свое не держим, а без сала не проживешь. Тоже. Так что, якое привезуть? Тому такая шкурка, нож не режет шкурки. Якое мясо? Чи сало, то мясо. Школы не будет, детей не будет, садика не будет, ну и вот там. Вот обей будет. Что куда, что думать. Будут думать высшие органы власти. И они придумают, что скот выгнал и все. А этих вон под белую березу на кладбище, которые они не дошли еще. Так и будут.